Сыктывкарский строитель наконец-то вернулся на родной стадион. Подопечные Павла Франца уже активно обкатывают новый лед, ведь сезон стартует уже в это воскресенье. Напомним, из-за реконструкции республиканского стадиона Сыктывкарская ледовая дружина долгое время оставалась без собственной арены, проводя игры на Ижинском бумажнике либо на стадионах других городов. Помогут ли строителю родные стены и лед в новом сезоне, выяснил Павел Королев. В Сыктывкаре сегодня около 0, и выпавший снег уже успел растаять. Однако, как видите, на центральном стадионе до сих пор зима. И совсем скоро на эту ледовую арену выйдет дружина Павла Франца. Ведь до старта сезона осталось совсем чуть-чуть. И вот из здания появляются игроки-строителя. Шкрябая коньками, они осторожно подходят к арене. Выскочить на только что укатанный лед не торопятся. Первым качество покрытия проверяет главный тренер Павел Франц. После его отмашки на поле выкатываются и другие игроки. К слову, команда тестирует республиканский стадион уже не первый день. А завтра уже намечена товарищеская тренировка с Кировской Родиной. Поэтому эмоции переполняют. Ведь спортсмены, да и болельщики в частности, уже соскучились по родным трибунам и льду. Начну с того, что да, мы 2 года были, как сказать, без домашней арены, домашние, играли в городе Ежве, да. Сейчас мы вернулись на новый стадион, благоустроенный, комфортабельный, да. И, как вы видите, уже лед очень хорошего качества. Начали подготовку к чемпионату России на своем домашнем льду. Уже надоели все эти поездки лишние и так далее. Хочется дома, так сказать, при своих болельщиках. Семья, чтобы рядом была. Конечно, все отлично. Радует. Вместе с тем, предстоящий турнир проверит на прочность не только игроков-строителя, но и саму ледовую арену. Поскольку стадион реконструировался к чемпионату мира по бенди, появились новые требования для проведения игр, а также безопасности и к пропускной системе. Так, на ближайшую игру болельщики смогут попасть на стадион со стороны улицы Коммунистической, через вход номер 1. На входе попросят QR-код о вакцинации, справку о перенесенной болезни, либо отрицательный ПЦР-тест. Это вообще комплекс мероприятий, который направлен к подготовке к чемпионату мира. Сейчас на играх хоккейной команды «Строитель» мы должны отработать все моменты по безопасности, по проходной системе на стадион. И я думаю, что если у нас какие-то будут, скажем, недоделки, мы обязательно к чемпионату мира обязательно поправим. Вместе с дружиной Павла Франца на родной лед выйдут и воспитанники спортивной школы по хоккею с мячом, которые также очень ждали открытия стадиона. Уже совсем скоро начнутся первые тренировки юных хоккеистов. Ну а чемпионат России стартует уже в это воскресенье. В первой игре «Строитель» скрестит клюшки с Мурманом. Павел Королев, Павел Люлянмин, телеканал Юрган, Сыктывкар.